Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лена Зинатуллина. И вначале коротко о главных темах выпуска. Снова в школу. Удалось выделить целый отдельный блок. Где ученики 175-й гимназии будут завершать учебный год, узнал Дмитрий Аренин. Моря по колено. Сказали, только аккуратно плавать, мало ли. Спасатели республики вышли в рейд по необорудованным пляжам. Много ли желающих здесь искупаться и что за это грозит, узнал Рамиль Шайдуллин. День без сетей теперь и на реках Татарстана. Здесь 4 сетки, это мы собрали буквально за 2 часа. В рейд вместе с инспекторами отправилась и Юлия Гоголева. История большой республики складывается из истории каждой семьи. Картошечка и крупа обязательно. Ой, я не должна была вам рассказывать, это наш семейный рецепт. Какими семейными рецептами, традициями и историями своей родословной удивили президента Татарстана? Подробности у Натальи Мезиной. Вопросы обеспечения безопасности школ стали главными сегодня на координационном совещании правоохранительных органов. Провел его Рустам Минниханов. Сейчас в учебных заведениях Татарстана идут масштабные проверки. Полицейские уже побывали в каждой школе. Меры безопасности усилены. Рустаму Минниханову доложили о выявлении в интернете большого количества сайтов и страниц, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. В связи с этим президент обратил внимание силовиков на необходимость жестко пресекать подобные действия. На фоне общей трагедии авторы таких публикаций не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, подчеркнул Рустам Минниханов. Эта неделя для всех стала трагической. С этих слов президент Рустам Минниханов начал уже традиционное субботнее совещание в Доме правительства. Президент отдельно остановился на состоянии пострадавших. Все находятся под наблюдением врачей, медикаментов хватает, республиканские специалисты работают совместно с федеральными коллегами. 8 пациентов сейчас находятся в московских клиниках. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ситуация в режиме постоянного внимания. Рустам Минниханов подчеркнул, коллектив школы проявил себя героически. Учителя в этот сложный момент организовали вопрос безопасности. Классы закрыли, детей разместили, поступили, надо сказать, по-геройски. С понедельника возобновятся занятия для учеников, пострадавших от нападения 175-й гимназии. Ученики с 1 по 8, а также 10 классы смогут учиться дистанционно. Родители сами выберут форму обучения. Выпускные 9 и 11 классы гимназии завершат учебный год в 174-й школе. Как там обеспечена безопасность и что делается, чтобы в понедельник начался учебный процесс, спросил Дмитрий Аренин. У школьной охраны ручные металлоискатели, на входе стационарная рамка. Службу несут сотрудники ЧОПа. Договор на охрану здесь действует весь учебный год. Кроме того, привлечены дополнительные силы. Усилили безопасность. Нам предоставили 2 охранников Росгвардии. Весь коллектив у нас еще раз прошел инструктаж. В 174-й школе установлены 3 тревожные кнопки. Все подходы к зданию контролируются через камеры видеонаблюдения. Все вокруг школы, все видно. Вот центральный вход видно, задний двор видно. Если что-то подозрительное заметите, куда нажимать? Тревожная кнопка у нас. Здесь, в 174-й школе, выпускникам 175-й гимназии предстоит завершить учебный год в очном формате. Уроки для 3 9 и 1 11 класса будут вести их же учителя из 175-й гимназии. Для занятий подготовили несколько кабинетов. Тесноты не будет. Мы выделили кабинеты за счет уплотнения других, допустим, работы кружков, работы ГПД. У учеников остальных классов будет выбор – учиться дистанционно или очно. Сегодня и завтра проходят родительские собрания по параллелям. И если родители выскажут желание все-таки обучаться очно, продолжить, то мы будем рассматривать различные варианты, в том числе и присоединение этих детей в класс 174-й школы.
Для первоклассников 175-й гимназии для очного обучения созданы дежурные классы в 171-й школе. Последний звонок для выпускников гимназии, где произошла трагедия, прозвенит в соседней школе. Сейчас предстоит решить, совместно или отдельно проводить это мероприятие. Для всех тех, кто нуждается в информации. Сейчас всем пострадавшим и их близким, в том числе учителям и родителям, оказывают помощь 150 психологов. Также организованы прямые эфиры в соцсетях. На них дают советы как родителям и детям справиться с тревожностью после трагедии в Казанской гимназии. При детях, папам и мамам нужно вести себя спокойно, советует психолог Эльвира Башлай. Первое, что делает родитель, он демонстрирует своим примером спокойствие, уверенность и создает зону безопасности, комфорта, находится рядом. Никогда не додумывать те вещи, которые, может быть, никогда не произойдут. А в школу отправлять нужно, и сегодня мы знаем, что будут приняты самые серьезные меры безопасности. Психолог Марина Белоусова сегодня дала советы, как помочь родственникам и друзьям в момент горя. Она отметила несколько важных моментов. Что мы можем подарить своим близким? Время. Вот это бесценно. Мы можем подарить им любовь, которую мы капсулируем во время. Когда нам отдадут эту любовь в виде внимания, времени, я сюда не смотрю, мне не важен этот телефон. Я хочу быть только с тобой, я хочу смотреть только на тебя, я хочу слушать только твои рассказы о школе, о твоих каких-то дурацких «Мстителях» или там каких-то сериалах, которых я не могу запомнить. Я хочу тебя слышать. Может быть, про это надо сейчас думать в семье. С психологами в ближайшие дни состоятся еще 5 прямых эфиров. Их трансляцию и запись можно посмотреть на портале правительства Татарстана правтатарстан.ру и на YouTube-канале пресс-службы президента республики. Также работает телефон горячей линии 294 96 10. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Жители нашей большой страны продолжают соболезновать родственникам погибших в трагедии в гимназии. Казань надо жить, говорят тысячи людей. Социальный проект «Жить» совместно с участниками проекта «Большая перемена» и резидентами арт-кластера «Таврида» сделали видеоролик в память о погибших и для поддержки их семей. Главный посыл видео – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей надежду и веру в то, что жизнь продолжается. К акции присоединились известные российские певцы, телеведущие. Можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет. 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 Казань. Надо жить. 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 Жить, 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 жить. Как научиться в мире жить? Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И до конца себя дано. Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить.
Количество заболевших коронавирусом становится меньше, но тяжелых случаев больше. Рустам Минниханов сегодня в жесткой форме потребовал неукоснительного соблюдения всех мер безопасности. Привел печальные цифры статистики этой недели. 9 случаев смерти от коронавируса. Президент поручил главам городов и районов жестче следить за исполнением антиковидных мер. Сегодня в Татарстане зарегистрировано 34 новых случая ковид. 17 лечатся в больницах, 17 на дому. Привились в республике 290 тысяч человек. Президент подчеркивает, в зоне риска люди 60+, но они не торопятся прививаться. Сколько за неделю мы? 9 человек. 9 человек. 9 человек. Хотя количество больных значительно сократилось, но количество смертей не сократилось. Все вопросы масочного режима, все вопросы, связанные с работой предприятий, они должны жестко соблюдаться. В Татарстане установилась аномально жаркая погода, и продлится она еще 10 дней. Жители потянулись к водоемам, хотя в республике ни один пляж официально не открыли. Сегодня инспекторы по маломерным судам и спасатели вышли в рейд по незаконным пляжам. Там вовсю купаются, а в Кукмаре уже первый утонувший. Чем опасны необорудованные места для купания и чем это грозит, узнал Рамиль Шайдулин. Мы гуляем. Ну, а вы в курсе, что купаться нельзя? Здесь особенно нельзя. Извините, больше не буду. Дети без родителей в воде на необорудованном месте отдыха. Это полный набор нарушений, который может привести к трагедии. Извините. Знают, что вы здесь купаетесь? Да, знают. И как они реагируют? Ну, сказали, только аккуратно плавайте, мало ли. Это стихийный пляж у озера Парка Победы. Он не оборудован, поэтому купаться здесь нельзя, но некоторых это не останавливает. Кто первый заходит, Тим? Поскольку все-таки погода жаркая, охота, наверное, охладиться, но это в первую очередь может привести к последствиям. Воду у диких пляжей не осматривают водолазы, поэтому на дне могут быть и мусор, и стекла. Одно неловкое движение и, возможно, трагедия. Не помогут даже спасатели, потому что будка их сегодня закрыта. О том, что купаться здесь нельзя, скажет разве что вот эта одиноко брошенная табличка, потому что больше некому. Все потому, что купальный сезон еще не открыт. С 1 июня открывается купальный сезон во всех местах массового отдыха у воды, пляжах. Спасатели выступают, медицинский пункт начинает работать с 1 июня. Спасибо. Соблюдать меры безопасности, всегда находиться на судне в застегнутом жилете. Пока же спасатели сообщают жителям соблюдать на воде меры осторожности, не купаться на диких пляжах. За это грозит штраф от 1 до 1500 рублей. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. В России сегодня началась масштабная экологическая акция «День без сетей». На поиски браконьеров на татарстанских реках вышли 2 десятка катеров. Это сотрудники комитета по биоресурсам и добровольцы. Удалось ли поймать нарушителей за сеть? Какие штрафы им грозят? Юлия Гоголева отправилась в рейд вместе с инспекторами. Мы в 3 лодки пойдем сейчас тоже вверх. 6 часов утра, территория Свияжского заказника. Инспекторы и добровольцы определяют участки рейда. Сюда, в заливы Свияги, рыба приходит нереститься. И именно сюда чаще всего наведываются браконьеры. Вот мы обнаружили незаконное орудие лова в виде браконьерской сети. 90-метровую сетку инспекторы изымают. За происходящим наблюдают жители села Исаково. Далее другой залив. И здесь улов инспекторов побогаче. Мешок рыбы, лодка с сетями и острогой, 2 нарушителей в машине без номеров. К слову, въезд на авто в заказник тоже запрещен. Как понять, что рыба была выловлена сетью, она объячейна, то есть видно от нее следы от сети. Как видим, вся рыба, обнаруженная инспекторами, еще живая, но как бы нам не было ее жалко, выпускать ее не придется. В ближайшее время сюда подъедут полицейские, которые тщательно опишут каждую рыбку для определения ущерба в будущем уголовном деле. Это 256-я статья Уголовного кодекса. Если дело дойдет до суда, браконьерам грозит штраф 500 000 рублей или исправительные работы. Этого паука-подъемника сегодня вытащили из Волги в районе Победилова. Конструкция устаревшая, говорят инспекторы, но до сих пор на вооружении у браконьеров. Сейчас рыба идет на нерест. В связи с этим в республике введены ограничения на ее вылов. Запрет до 5 июня. В это время не то что сетями. На удочку рыбачить можно только с берега, и то на 2 крючка. Спиннинг и экраны тоже под запретом.
Штрафы от 2 до 5 тысяч рублей и до 100 тысяч на юридических лиц. Впрочем, некоторых браконьеров это не останавливает. По несколько раз их ловят, штрафуют, платят и опять лезут. Нарушают закон браконьеры не только далеко от города, но и в самом центре Казани. Здесь 4 сетки. Это мы собрали буквально за 2 часа на Казанке в районе от Миллениума до моста до Ленинской дамбы. День без сетей – ежегодная акция Росрыболовства. В прошлом году за время ее проведения инспекторы из татарстанских рек вытащили 40 сетей и составили 7 протоколов. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Татарстан. Госавтоинспекция республики представила новый алгоритм подписки на получение постановлений о штрафах. Чтобы узнать о своих нарушениях и задолженностях на основании фото- и видеофиксации, нужно зайти на портал госуслуг услуги.татарстан.ру. Затем перейти в раздел «Услуги ГИБДД» и далее следовать указаниям. Благодаря этому сервису можно оплатить штрафы в льготный период со скидкой 50%. Оформление данной услуги доступно на любом устройстве, имеющем выход в интернет. А сама процедура занимает не более 2 минут. С министром юстиции России Константином Чуйченко встретился сегодня Рустам Минниханов. Президент вручил главе Минюста медаль «100 лет образования ТССР». Обсуждались вопросы сотрудничества федерального ведомства с регионом. Во время встречи было подписано соглашение между Министерством юстиции России и правительством Татарстана о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи. И сегодня Рустам Минниханов и Константин Чуйченко заложили первый камень и дали старт строительству квартала юстиции в Казани. Здесь будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми смогут воспользоваться жители республики. На улицах Хади Такташа появится несколько зданий, где будут находиться территориальное управление Минюста России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи, Центр гражданских инициатив, офисы адвокатов и нотариусов. Рустам Минниханов отмечает, портал юстиции будет востребован. Люди же за правовую помощь приходят не от радости. У них есть какие-то проблемы. И, конечно же, сама обстановка, люди, которые здесь работают, должны уметь донести до наших граждан их права и оказать поддержку. Мы уже можем сейчас заложить и начать стройку. В Казани мощнейшая юридическая школа, мощнейшая научная школа. Я думаю, что это очень удачный выбор для того, чтобы популяризировать юстицию, для того, чтобы осуществлять правовое воспитание наших граждан. Рустам Минниханов во второй половине дня встретился с представителями немецкой компании Kempf Group. Обсуждались вопросы потенциального сотрудничества в сфере строительства. Президенту презентовали программу реализации стандартов архитектуры энергосберегающих технологий на рынке индивидуального жилья. В Альметьевском районе не согласовали половину схем дворов перед началом работ. О реализации в этом году республиканской программы «Наш двор» рассказала сегодня на совещании в Доме правительства помощник президента республики Наталья Фишман-Бегмаметова. Она отметила, что Альметьевск вызывает особую озабоченность, и им необходимо ускориться, чтобы успеть отремонтировать запланированные на этот год дворы. На сегодня строительные работы начаты в 183 дворах в 28 районах республики. До конца мая число дворов, где начнутся ремонтные работы, вырастет до 300. Верхнеуслонский район, Альметьевский район вызывает особую озабоченность, поскольку 43 из 93 схем не приняты. Это большой объем. 10 из 29 в Лениногорске, 58 из 223 в Казани. Ну, Казань точно справится, там большой объем проектировщиков. И Зеленодольский район, 18 из 83. Просим здесь ускориться. Они объездили всю страну, чтобы узнать свой род до 30-го колена. Сегодня в Международный день семьи в Казани выбрали лучшую родословную Татарстана. На фестиваль «Эхо веков» в истории семьи приехали из Актанышского, Тетюшского, Альметьевского, Нурлатского и Балтасинского районов. Об истории своего рода участники рассказали лично Рустаму Минниханову и Минтимеру Шаймиеву. Чья родословная лучшая в республике и почему, расскажет Наталья Мезина. Картошечка и крупа обязательно. Ой, я не должна была вам рассказывать это наш семейный рецепт. Вот так, слово за слово Рустаму Минниханову и Минтимеру Шаймиеву нечаянно раскрыли семейный секрет чувашского пирога чуплу. Семья Васильевых-Морозовых из Казани бережно хранит и передает рецепт национального блюда из поколения в поколение. Президент обещает, секретный рецепт сбережет. В уме
У Гульсум Минибаевой из Балтасинского района Минтимир Шаймиев уточняет, до какого колена удалось узнать свой род. До 22-го, отвечает Гульсум. За 20 лет поиска ей удалось найти даже корни посла белого царя Юнуса Ахуна. Их род в своей книге упоминает даже Шигабуддин Марджани. Для семьи Минибаевых главное – сохранять свои традиции. Самые главные традиции – это уважение друг к другу, всегда своими родными жить очень дружно, друг друга поддерживать, всегда. Семейное древо семьи Мутагировых из села Абдрахманово Альметьевского района собирали братья. Их родословная начинается с 16 века. Главная традиция – угощать гостей особенным семейным баурсаком. Когда выдавали замуж своих дочерей, жены и сыновей, всегда готовили баурсак. В нашей семье рецепт баурсака у нас отдельный, свой. Масалимова из Актанышского района показывает Рустаму Миниханову семейный молитвенник. Он хранится в семье со времен Первой мировой войны. Свои корни Масалимова изучили до 30-го колена, до времен Волжской Болгарии и Буляр-хана. Знать свои истоки, свою родословную для каждого человека, я считаю, это очень важно, потому что все, что бы ни говорили, семья всегда стоит за нами. Найти корни участникам помогал Госархив Республики. 102 семьи участвовало у нас в районных и зональных этапах. Сюда приехали победители, 6 семей из Актанышского, Тетюшского, Альметьевского, Балтасинского и Альметьевского районов. При каком имени она перестает плакать, так мы ее и назовем. Об истории и своих традициях 6 семей финалистов рассказывают уже на сцене театра Камала. Бережно относиться к институту семьи сегодня призвал и Рустам Миниханов. Русские, татары, чуваши, любая нация, она должна знать свою историю. Сегодня, когда в мире идет глобализация и вообще растворяется понятие семьи, мы, конечно, очень бережно должны относиться к нашим традициям, к нашей истории. И, конечно же, вот этим мы и сильны. В этом году лучшая родословная Татарстана у семьи Минибаевых из Балтасей. Денежный сертификат на 150 тысяч рублей она планирует потратить на строительство родника или мечети в родной деревне. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня свой 100-летний юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной Гараф Сахапов. Он познал на себе все тяготы войны, дважды был тяжело ранен и выжил. Потом лишение послевоенных лет. Но сумел создать семью, воспитать детей. 13 лет был председателем сельсовета. А герой с вековой судьбой Рамиль Шайдулин. Между ними век. Маленькому Усману год, его прадеду Гарафу Сахапову 100. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны отмечает свой юбилей. Его поздравляют все. Обнимают, жмут крепкую руку. Он прошел и Великую Отечественную войну. Также были и в детстве сложности, и это только его закалило. В 19 лет Гараф Сахапов ушел на фронт. Вчерашний учитель стал сапером. Хорошо помнит, как в 42-м они получили приказ перейти линию фронта. Из 12 бойцов в живых остались только 2. Снаряд сломал мне руку, ногу, осколки пробили грудь. Но здоровой рукой я ухватился за танк и уехал из этого пекла. Потом госпиталь и снова в бой. Воевал на украинском и белорусском фронтах. Всегда, не жалея себя. Я всегда расспрашивал у него про войну, про все его бои. И всегда этим гордился, хвастался перед всеми своими друзьями, что у меня есть такой дед. Домой в деревню Сулеево Альметьевского района Гараф Сахапов вернулся в 43-м. На костылях, но сильный духом познакомился с будущей женой. Папа с мамой познакомились. Она начала его лечить. Потом они поженились. Столетнего ветерана поздравляет вся большая семья Сахаповых. Дети, внуки, правнуки. Каждый год они с гордостью идут с ним на парад Победы. Со своим победителем, давшим жизнь им и мирное небо миллионам других. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. История на колесах. В Буинске открыли первый в Татарстане вагон-музей. Объект разместился на территории железнодорожного вокзала. Музей-вагон посвятили всем строителям Волжской рокады. Дорогу Победы строили сотни жителей Буинска. Новая железнодорога стала важной артерией, питающей советские войска в районе Сталинграда и на юге страны. По железной дороге перебрасывались резервы, боеприпасы и продовольствие. Кроме того, заложили капсулу времени в аллее ветеранов. Послание прочтут потомки в 2045 году. Буинский район
в период Великой Отечественной войны в 1942 году помогал в строительстве железной дороги. Выделяли, значит, гужевой транспорт, 120-125, скажем, людей, ежедневно 250 человек. И то есть вот это сегодняшнее событие, открытие вагона, это история нашей Великой Отечественной войны для наших будущих поколений. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи! Здравствуйте! Жара. Одним словом можно описать погоду на предстоящие сутки. По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево температура будет более чем высокой. Вероятность осадков минимальна, плюс 32. Воздух раскален и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Тут также по-прежнему без осадков. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше сохраняется повышенный температурный фон. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси воздух сухой и жаркий. Антициклон не сдает своих позиций и в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. Температура держится выше 30-градусной отметки. Аномально жарко будет и в Альметьевске, Чистополе, в Мамадыше. Синоптики обещают плюс 34. Наша республика по-прежнему располагается на западной периферии знойного антициклона. И в ближайшие дни жаркая погода сохранится. Выходя из дома, не забывайте головные уборы. Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявление аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетки Благир растворяются во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток. Известно ли вам, что грыжа может исчезнуть без операции? Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Об этом не любят говорить, но самодеградация грыжи возможна. Доктор Ост создает условия, чтобы позвоночник сам справился с проблемой и снова работал как новый. Грыжа, хроническая боль и скованность движений могут уйти без следа. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. 16 мая в Казани будет ясно, без осадков и жарко. Ночью плюс 20, а днем 30 градусов выше нуля. Ветер южный, временами порывистый. Атмосферное давление в норме, влажность воздуха низкая. Магнитное поле Земли спокойное, но очень жаркая погода может негативно сказаться на вашем самочувствии. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.